Дорогие учащиеся основной школы «Бубанские герои» в Нише, дорогие учащиеся нашей школы, уважаемые коллеги, я Муравьев Александр Николаевич, учитель истории основной школы в Понькине. Наша школа небольшая, находится вблизи от русского села Палих, который является центром русской миниатюры и иконописи. Палихи были русские иконописные мастерские еще в 17 веке. Большое количество палехских икон было отправлено в Сербию в течение 17, 18 и 19 веков. Это интересный факт, который указывает на то, что наши связи и отношения были очень и очень давно. Наша школа известна как школа, имеющая давние спортивные традиции. Ученики часто завоевывали много наград на соревнованиях. Мы также много изучаем свой родной край. Наши девочки и мальчики участвуют в викторинах и конкурсах по искусству. Мы уже давно имеем дружеские связи с Сербией. Мы переписывались со своими сверстниками. В школе были проведены уроки под названиями «Разноликая Сербия» и «Православная культура Сербии». В начале сентября учащиеся и их наставники из нашей школы собрали русские книги как подарок сербским школам в Грачанице на Косово и в Приеполье. Это большой шаг по развитию добрых отношений между нашими странами, ради мирного и светлого будущего братских народов. Сейчас мы проводим видеоурок истории, посвященный Первой мировой войне, совместно с вашим профессором истории Джорджем Бойничем. Некоторые сестры милосердия, которые во время Первой мировой войны пришли из далекой России, чтобы помочь сербам, остались в памяти благодаря песням сербских поэтов, одушевленных и вдохновленных их добротой, состраданием и храбростью. Мы расскажем вам о Дарье Александровне Коробкиной, русской из Санкт-Петербурга, сестре милосердия, добровольце, героине 1914 года. Рассказ о женщине невероятного самопожертвования и храбрости, которая заслужила то, чтобы о ней рассказали и не забывали. Тяжелая борьба возобновилась с еще большей жестокостью после царской битвы. Австрийцы начинают новое наступление на реке Дрина. О тех событиях рассказывает участник сражения на Дрине, штабной полковник Никола Христич. Время делает свое, могилы зарастают, исчезают. Забыта и русская Дарья Александровна, погибшая на горе Гучево в 1914 году. Я был свидетелем ее невиданной храбрости, которую Дарья показала за несколько дней до своей смерти во время борьбы, которую 1 и 2 сентября 1914 года вели части Дринской дивизии с австрийцами. Поэтому хочу оживить в воспоминаниях нашу русскую сестру. 31 августа около 3 часов в направлении Дрины была слышна сильная пушечная и артиллерийская стрельба, которая перед рассветом переросла в непрестанный грохот, от которого даже тряслись дома. Было ясно, что неприятель начинает переход через Дрину, и командир дивизии скомандовал: «По коням, в седла!». Около рощи кавалеристы соскочили с коней и, сняв карабины, побежали за своими офицерами. Мы шли сквозь высокую кукурузу и не могли ничего видеть. Вражеские пули перелетали высоко над нашими головами. Мой эскадрон располагался на краю обрыва, перед которым были густые заросли ивы. Вражеские солдаты стреляли исключительно разрывными пулями. Они взрывались при ударе даже веточку или лист, а в теле человека оставляли страшные раны. Мои воины не имели шансового инструмента – лопат. Чтобы уберечься от неприятельского огня, должны были копать стрелковые ячейки голыми руками, что им было нетрудно, так как земля была песчаная и размокшая от дождя, который шел прошлой ночью. Через короткое время весь эскадрон был под огнем, и было главное, что неприятельская артиллерия не имела возможности видеть свои цели и, боясь, что попадет по собственным частям, вела стрельбу через наши позиции. Неприятельский огонь не переставал, сотни разрывных пуль разлетались перед нами, над нами и позади нас. Так что мы не могли встать из рва, а так как дождь лил как из ведра, провели ночь лежа в сырости. 1 сентября утром перестал лить дождь, а неприятельский огонь на время прекратился. Устав от бессонной ночи, я задремал, но так как был мокрый и озябший, то не мог уснуть.
Лежа в полудреме, заметил одну женщину, которая стояла во рву и через бруствер, наполовину незащищенная, задумчиво смотрела на неприятельские позиции. Была одета в сербский военный китель и темную юбку. На голове у нее была шайкача, сербская шапка, которую она надвинула на уши, так что я видела ее каштановые волосы, завитые в локоны, что по тем временам было исключением. Лицо ее было бледным, но не особенно красивым, но весьма симпатичным. В необычных ситуациях все выглядит обычно, и я не очень удивилась, увидев, как эта женщина смотрит смерти в глаза. Спросила ее, что вы делаете тут? Она мне ответила на ломаном сербском языке, что пришла сюда, чтобы перевязать раненых, показав на открытую кожаную сумку, полную лекарств и перевязок, которые она носила на ремне. По речи узнал, что она русская, и продолжил разговор уже на русском языке. Сказал ей, что не нужно здесь стоять, так как близко неприятель, а сейчас он не стреляет только потому, что никого не видит. Все наши воины были защищены в окопах, но как только ее увидит, то откроет огонь и тотчас ее убьет. Она ответила равнодушно, что смерти она не боится. Единственное, что она боится, так это плена. Рядом с нами было несколько офицеров, которые вышли из окопа, когда неприятель прекратил огонь. Тут был и командир сектора. О себе она нам немного рассказала. Сказала лишь, что зовут ее Дарья Александровна, что она из Санкт-Петербурга и пришла как медсестра-доброволец, чтобы ухаживать за нашими ранеными. Мы ее много не спрашивали, и поэтому не знаю, откуда она появилась у нас. Послал ли ее кто сюда, или она, услышав про нашу борьбу, пришла сама. К тому времени, 1 сентября до полудня, для Дарьи было мало работы, так как в боях наступило затишье, и раненых почти не было. Тем затишьем воспользовались и наши посланцы, которые принесли обед, мясо и хлеб на целый дивизион. Дарья, которая ничего кроме лекарств не имела, обедала с нами. Во время обеда неприятельская артиллерия открыла такой огонь, что земля затряслась. Залпы батарей следовали один за другим, но австрийские шрапнели перелетали высоко над нами и разрывались сзади в рощах, в которых не было никого, кроме наших коноводов. Этот артиллерийский огонь мы воины спокойно перенесли, потому что привыкли к этому и знали, что неприятель из боязни, что попадет в собственные войска, не будет сокращать расстояние. Но была удивительная выдержка Дарьи, на которую даже в малейшей степени не влияли ни грохот пушек, ни свист снарядов и шрапнели над нашими головами. Оставалась спокойно равнодушна ко всему, что около нее происходило, как будто она там в Санкт-Петербурге, а не здесь, на Двине. Конному дивизиону было приказано во время наступления находиться в резерве на прежних позициях, и Дарья поэтому останется с нами. Тотчас после этого наша пехота пошла в наступление. Началась адская ружейная и пулеметная стрельба справа и слева от нас. Дарья меня тогда спросила, нет ли опасности в том, что попадем в плен, повторяя, что она только этого и боится. Сказал ей, что это исключено, но может легко погибнуть. На что она мне равнодушно ответила, что ей это все равно. Наступление продолжалось, но наши несли тяжелые потери, и к домику чаще стали прибывать раненые. Легко раненые приходили сами, а тяжело раненые приносили на носилках, сделанных из веток или оружия и шинелей. Почему именно здесь были собраны раненые, осталось неясным. Или кто-то приказал, или принесены были сюда, потому что тут был командир сектора. Этого я не знаю. Только место было не приспособлено для размещения, так как было открыто, без какой-либо защиты, кроме домика, где могло помещаться не более 5-6 человек, и который был наполовину разрушен неприятельским огнем. Как только прибыли первые раненые, Дарья вышла из окопа, отошла к ним и начала их перевязывать. Увидев, как ей это тяжело и что враг пока не действовал против нашего дивизиона, в это время я вышел из окопа и помог Дарье. Раненые лежали на земле, были хоть как-то защищены, но Дарья была в таком положении, что в любое время мы ожидали, что она погибнет. Звали ее много раз, чтобы она шла к нам. Делали это знаками, так как из-за пушечной и ружейной стрельбы она не могла нас услышать. Но Дарья всякий раз, улыбаясь, кивала головой и оставалась сидеть около раненых целый час, пока длился обстрел. В это время многие раненые были снова ранены или убиты, но с ними ничего не случилось.
Когда прекратился этот адский неприятельский огонь, и мы немного устыженные тем, что одна женщина показала большую храбрость, чем мы воины, подходим к Дарье, но она снова продолжает свою работу, прерванную, пока мы были в домике, так как тогда она не могла работать. Говорим ей, что не стоит так выходить, но она нам отвечает, что единственное, чего она боится, это вражеский плен, и кроме него ничего больше. Неприятель открывал огонь по нам еще несколько раз после полдня, и всякий раз мы искали защиту в окопах или в домике, а Дарья оставалась у раненых. Около 18 часов наше наступление завершилось неудачей, но неприятель и дальше периодически обстреливал наши позиции пулеметным огнем. Это продолжалось всю ночь с 1 на 2 сентября, которую мы, воины, провели в окопах, а Дарью перевязывая и ухаживая за ранеными. 2 сентября раненые собирались у домика, где их Дарья перевязывала, как и всегда не обращая внимания на убийственный огонь неприятеля, а мы ей помогали, когда это было возможно. Перевязанные раненые относились в тыл, а легко раненые отходили сами, но все это шло очень медленно, так что около домика всегда лежало 50-100 раненых. В течение ночи со 2 на 3 сентября получена команда командира дивизии об отходе на новые позиции восточнее, от железной дороги Шабац-Лозница. Конный дивизион покинул свои окопы перед рассветом, незаметно для неприятеля, и дивизиону пошла и Дарья. Нам было приказано идти в село Стражи на правой стороне реки Ядра. Позвали и Дарью, чтобы она пошла с нами, предлагая ей там отдохнуть. Но она нам говорит, что пришла в Сербию, чтобы помочь раненым. А так как мы не идем в бой, то она пойдет в другие подразделения, которые будут в первой линии боевых действий. Мы простились тогда с Дарьей, которую больше никогда не видели, и, вскочив на коней, двинулись к Ядре. Спустя несколько дней мы услышали, что Дарья ушла на Бучу, где погибла от австрийского снаряда. В какой день и в каком подразделении, это мы не узнали. Вспомнил все, что знаю о этой великой русской женщине, и остается мне еще привести выдержки из официальных реляций, в которых показана ее храбрость. Командир Дринского конного дивизиона упомянул Дарью в следующих словах. Как представитель командира отделения особенно должен по должной совести отметить редкую жертвенность и храбрость по долгу совести наивысшее исполнение своих обязанностей по отношению к раненым во все времена боевых действий, и днем, и ночью. Очень часто под дождем пуль непосредственно в первых рядах боевых действий добровольной сестры милосердия Дарья Александровна из Петрограда, которая сама лично перевязала почти 120 раненых. За все свои заслуги сестра милосердия Дарья Александровна заслуживает наивысшую военную награду. А в реляции командира правого сектора содержится о Дарье следующее. Особенно выделяя случаи особой энергии, храбрости и чувства в отношении к раненым сестры милосердия Дарьи Александровны из Петрограда, которая с утра 1 сентября и до момента отступления непосредственно позади стрелкового строя и днем и ночью перевязывала раненых на открытой местности и безо всякой защиты. Только 1 сентября после полудня эта сестра милосердия перевязала 90 наших раненых. Нездравная сестре наша, дочери царской России, пусть будет светлый и вечный помир между сербами. Дарья Александровна погибла на Бучеве ранее осенью 1914 года. Дарья перевязывала раненых, приходя с траншеи в траншеи. Она казалась заколотанной от пуль. То небольшое количество имевших винтов, она использовала только для тяжелораненых. Доброту же и власть отдавала всем. А потом вражеским снарядом убила несоцу Дарью Александровну. Ее похоронили в гробнице солдат на Бучеве. На Ядра воздвиг в 1929 году памятник погибшим героям, на котором высечены стихи. Счастлив вечно живущий в народе, было для чего ему родиться. Великий православный гений пророк Федор Достоевский сказал: из русской крови пролитой в Сербии растет и сербская слава. Живела Сербия, долой Будда, слава Сербии и Руси.